медиакомпания СО, она рассчитывалась так же, как и Медиабабочка. Если Медиабабочка в себе захватывает все медиапространство, все категории, то медиакомпания СО тоже охватывает всякую разностороннюю реализацию, то есть несколько отделов, несколько специалистов, которые могут на себя брать заказы. Но основная часть мы все-таки флагманом перешли даже не в кино, не в производство кино, а в производство пиар-компаний и социальных роликов, потому что большинство молодец, свои 5 копеек воткнула. Большинство наших заказчиков это работа с неправительственными организациями, и мы как-то эту рынок охватили, это и является нашим флагманом. Ну, можно сказать, я родилась киноведом, то есть я родилась на монтажном столе фильма Геннадия Базарова «Материнское поле», потому что моя мама монтировала эту картину, и эти все великие наши режиссеры, они с детства были для меня, там, дядя Гена, дядя Болот Шамшиев, дядя Таламуш Шакеев и так далее. Знаете, она работала на Монашчи с Болотом Шамшиевым, да, на Чабане его документальной, как второй картине. Много фильмов она сделала с Базаровым, да, «Зеница ока» и «Засада», его крутой такой боевик, который был одним из рекордсменов проката в Советском Союзе в свое время. И, естественно, люди кино, кыргызские люди кино были вокруг. И мама выписывала журналы, да, там, советский экран, иногда она выписывала искусство кино, да, это все было, это читалось. Тогда, в то время, кинопресса, она писала о фильмах, она разбирала, да, творчество режиссеров и творчество актеров, она никогда не писала о личной жизни. И на мое счастье, в одном из журналов «Советский экран», я была в 9 классе, там на обложке была известная эстонская актриса Элла Кууль, и в этом журнале с этой Элла Кууль я нашла, такую статью о Вике. О себе плохо же говорить всегда. Я как-нибудь попробую. В общем, ты написал, что я художник современного искусства, но я как бы стал им, да, то есть ты сказал, и я стал. На самом деле, конечно, у меня были работы, я немножко имею какое-то отношение. Хотя вообще это сложный вопрос, когда ты говоришь, кто ты, да, чем ты занимаешься. И у меня всегда это есть странное ощущение, когда я себя, например, называю, да, и где-то тебе приходится себя все равно как-то формулировать, да, сказать, я вырезаю ложки, или я снимаю, вроде как кинооператор, я делаю фестиваль, да, и все время есть ощущение, что ты врешь. Я не знаю почему, потому что это немножко странный вопрос, когда тебя спрашивают, кто ты и чем ты занимаешься. Это странно, потому что, я не могу сказать, что я занимаюсь. О, прикольно. Я свой голос слышу. В нашем кино очень много, да, сексизма. Я недавно читала исследования, как раз провели, есть институт Санденс, наверное, слышали, они исследования провели, почему именно мало, да, женщин-режиссеров, и даже они перечислили факторы, которые мешающие женщинам работать в киноиндустрии. Где-то 17% они говорят, что это гендерная дискриминация. Роль играет большую роль. 19% это сила негативного образа именно женщины-режиссера. О, женщина-режиссер, да что она может снимать? Что это такое? То есть мысли появляются, наверное, у мужчин. И 22% это думают, что сложность сохранить баланс между работой и семьей. То есть женщина и работает, и семья, это очень трудно. И 42% это мужское доминирование именно в киноиндустрии, понимаете? Это именно опрос, это о чем говорить, это не только у нас, не в Кыргызстане, даже во всем мире это так. Потому что когда я тоже пришла именно в мир кино, меня тоже не воспринимали. Потому что, когда я начала уже свои фильмы снимать, да, хвалили меня, вау, классно, ты классное документальное кино снимаешь, молодец, Асель, так держать, призы получила, молодец, и все.
как-то серьезно ко мне не относились, знаете. А когда я начала уже сама выражаться, свое мнение говорить, тогда только обратили на меня внимание. Начали говорить, оказывается, есть и женщины-режиссеры, которые не согласны с нами, да, что у них тоже есть свое мнение. И тогда только они начали обращать внимание. А так в кыргызском кино сексизм есть, так что это 100%. А вы знаете, что я всегда говорю про себя, что я добрый критик, ну, хотя могу и жестко сказать, а режиссеры – это самые жесткие критики, злые, агрессивные, вот, и они могут устроить публичную порку, насколько вот я знаю, мне рассказывали, вот, но человек, который это режиссер, да, вот этой еще незавершенной картины, он идет на это, потому что ему необходимо, как говорил Шарапов, да, глаз замылился, он же сидит с этой картиной, сначала на съемке, сценарий съемки, потом монтаж, там некоторые любят перемонтировать, он уже не ориентируется, он не видит. Но я была, оказывается, моложе, я тоже какие-то вещи, я говорила, и даже, я не буду говорить, статусные режиссеры в суд собирались на меня подавать, это просто получилось так. Ну, когда я с этим человеком сидела на радио и говорила все, что я думаю, он нормально воспринимал. А когда это было опубликовано в московском журнале, и его российский продюсер это прочитал, и ему показал, то он, конечно, был в шоке. Вот. Ну, мы не разговаривали какое-то время, потом стали разговаривать, сейчас опять не разговариваем. То есть, да, вот такие моменты, конечно, бывают, но, вы знаете, я говорю еще раз, если это умные люди, они поймут, и пройдет время, они поймут, что да, тот человек, который критиковал его работу, он был прав. Таких случаев много, да? А если люди не умные, ну что делать? Но дело в том, что эти люди, которые снимают кино для прибыли, да, какой-то, да, продают машину и снимают кино для прибыли, то они не задумываются о художественной стороне дела. Они просто, вот, я не знаю, как анекдот или да, что-то такое незатейливое. Вот люди приходят, которые не понимают, что ну, это, в принципе, да, желательно не надо это смотреть, вообще резко сказать. И я поэтому перестала практически ходить на такое кино. Это не кино вообще, вот, потому что, как говорится, не нужно слушать плохую музыку, да, чтобы не испортить свой слух. Не нужно смотреть плохое кино, чтобы не испортить свое восприятие. Ну, вообще, я закончил институт искусств, если так говорить, на кинооператора. Сначала я был на режиссера, меня отчислили, я закончил как кинооператор. Но всю дорогу мне нравилось лепить из пластилина, вот эти всякие вещи. Отец у меня по дереву всегда увлекался, и у меня это как бы вроде окружало. И я, видимо, вот это видел дерево и так далее, и вырос, и как-то мне все равно в эту сторону закинуло, что я вырезаю что-то из дерева. Мне нравится особенно ложки вырезать. Это странно вообще, когда вот ты говоришь, вырезаю ложки, и как бы странное занятие. Меня спрашивают, я на этом могу заработать на жизнь? Я говорю, нет. Но это по-своему, видимо, какая-то привилегия тоже этим заниматься. Когда ты можешь себе позволить этим заниматься, но при этом еще у тебя есть что-то, чем ты зарабатываешь на жизнь. И есть вот фестиваль. То есть, по сути, и фестиваль, и ложкорезание, резьба по дереву, это все я в 705 делаю, в группе 705. То есть, ну, фестиваль — это часть проекта, да, нашей группы. Вот. По поводу продакшена и кино, ну, это старая история. Мы уже, наверное, если официально, может быть, около 10 лет Ситилаб существует, да, и мы снимаем, продакшеном занимаемся. А так это еще больше, там, наверное, может быть, лет уже так 15, может быть, больше. Вот. И я как-то думал, мысли были, почему вообще Улон Хорхон, да, появился. И одна из мыслей, когда вот мы тоже с Маратом разговаривали, он мне такую тоже натолкнул, да, на это, что, помнишь, Джошик, у нас вообще была еще Chemical Mothers тема, как бы, и до этого еще графия существовала. Мы фотали на пленку. И мне кажется, это отчасти вот эта, видимо, сильная ностальгия, которая трансформировалась немножко, может быть, мутировала. И мне вот эту атмосферу хотелось воспроизвести, или же не воспроизвести, а сохранить, и в каком-то виде, чтобы она существовала, да. И вот появился фестиваль
Медиабабочка, Акельбирс и Кыргызстан страна короткометражных фильмов образовались в один год. То есть это, видимо, было какое-то вот предчувствие того, что нужно, да? Видимо, нужна была какая-то площадка. То есть в то время, пока Акельбирс и страна короткометражных фильмов организовывалась уже гигантскими нашими байкешами, я, как студент, в то время никаких ресурсов же, конечно же, не имел, но в том плане я понимал источник. То есть нужно сейчас понимать, что это не просто площадки, которые появились, да, 2012 год, 8 лет назад где-то это все произошло. Почему это произошло? Потому что и я наблюдал за ситуацией, и авторы этих фестивалей наблюдали за ситуацией. Как Джошик сказал, у нас появилось несколько игроков на киноиндустриальном рынке, которые обучают студентов, которые обучают молодых людей медиа и в том числе кино. Это вот университет МНАС, это АУЦА, это КНУ в какой-то степени. Очень много людей с мастерских, которые выходили, это мастерские были и Эрнеста Джапарова, и Тамира Берназарова. В общем, как-то так получилось, что большое количество студентов появилось, которые ежегодно снимают свои дипломные фильмы, дипломные работы, просто домашние задания снимают. И все это вот лежит на столе у препода и так и остается, да, в рамках каких-то домашних курсовых заданий. Я понимаю, что мне как бы большой гигантский фестиваль не нужен, потому что все равно чисто рыночно всего лишь несколько игроков снимают в год там короткометражки. Но при этом большое количество студентов, которые снимают свои работы и которым бы хотелось почувствовать вот этот дух большого экрана, дух соперничества, дух того, что ты имеешь свою аудиторию, своего зрителя. И, видимо, вот в 2012 году мы втроем, получается, открыли 3 площадки. При этом нужно сказать, что, опять же, и у Кыргызстана страны короткометражных фильмов, и у Акельбирса, опять же, в рамках короткометражного кино, это, опять же, те же самые работы, которые и на студенческом фестивале. То есть, что страна короткометражных фильмов, что Акельбирс, она по-любому берет, опять же, эти дипломные студенческие работы, потому что все равно больше никто и не снимает. То есть, если не брать не студентов, то короткометражное кино снимали буквально несколько людей. То есть, ну, в год это выходит там от 3 до 10 фильмов, которые они ориентируют специально уже на какие-то фестивальные свои путешествия. То есть это немножко. А студенты, естественно, они вкладывают в это творчество, вкладывают в эту свою идею, свои амбиции. Поэтому было решено вот с моей стороны попробовать создать вот этот студенческий фестиваль. Мы со своими одногруппниками, с моим другом, получается, его начали организовывать. 5 лет мы, получается, его делали, последние 2 года мы его только вот приостановили. Хотели вот этой осенью, опять же, в рамках уже онлайн создать некую площадку, но, как вы видите, в стране ситуации, которые могут сейчас непредсказуемо все это повернуть, а мы, к сожалению, с учетом нашей нынешней деятельности, о которой позже поговорим, связаны уже со всеми волнами, которые происходят в нашей общественной жизни, и поэтому мы снова отклали новый этап медиабабочки уже на весну, когда все-таки уже пройдут под какие-то президентские и парламентские выборы. Ну, во-первых, медиабабочка отличается своей узконаправленной аудиторией. Это студенты всех медиафакультетов, которые у нас есть в разных университетах, получается. И она рассчитана не только на кино, она на все медиапроизводство. Это и реклама, и дизайн, и радио, и телевидение, и журналистика. Поэтому у нас там от 10 категорий каждый раз происходит. И отличие в том, что, во-первых, с точки зрения студентов, что для них это дает. То есть участие на студенческом фестивале, как бы, ну, это просто там, подать заявку и все, да. То, что это его работа не остается как бы на рабочем столе у его препода, да, она становится продуктом
на нее все смотрят. И для студента, конечно же, это волнительно, это приятно и страшно. Вот поэтому у нас вот, последние годы, мы когда придумали наш слоган «Все начинается с проекта», мы решили то, что у нас по двум видам набираются работы. То есть с точки зрения кино тут понятно, потому что ежегодно снимаются, а создавать какие-то мастерские по фильмам не требуется. Чисто, может быть, творческого или такого вдохновительного характера. Но, допустим, по другим категориям, по той же журналистике, по той же радиорепортажу, да, есть такой момент провала между рынком и между вузами. Даже если брать АУЦА и МАНАС, как бы они флагманами не были бы, но они, многие вещи, допустим, упускаются с точки зрения рынка. И для этого как раз вот «Медиабабочка» создается в рамках 3-месячных мастер-классов, где, допустим, мы открываем те категории, которые диктует рынок. Цель как раз «Медиабабочки» не просто там показать их работу, а в рамках всей этой площадки создать мост между студентом и рынком. И, в принципе, вот последние 5 медиабабочек, которые прошли, у нас очень хорошие результаты, допустим, по той же спортивной журналистике. Маленькая категория, в ней участвовало всего лишь 10 журналистов, допустим, да. Из 10 первые места, которые заняли, конечно же, их сразу уже представители рынка к себе забирают. То есть на практику, на работу, они уже связаны, они знакомы. И, естественно, они дальше занимаются их обучением, их ростом, если, конечно, студенту это тоже интересно в свою очередь. Да? Поэтому потребность именно была в том, чтобы связать студентов и показать им рынок. То, что не просто есть уроки, которые тебе нужно учить во время своих академических часов, да, а прочувствовать рынок, тенденции рынка. При поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, так как СНГовская ЮНЕСКО в Москве, нас поддержали, мы стали приглашать режиссеров из стран бывшего Советского Союза. Это случилось в октябре 2016 года. Здесь тоже мы стараемся делать крен в сторону значит, стран и тюркоязычных регионов России. Потому что вы понимаете, да, вот в прошлом году в специальном жюри у нас был очень известный якутский режиссер Эдуард Новиков, картина «Царь-птица», которая показана была на открытии. И мы также в конкурсную программу международную включили 2 фильма якутских режиссеров. А при том, что раньше я всегда тоже хотела включать, но не было. Якуты снимали только полный метр. И вот в последнее время вдруг они стали снимать короткий метр. Вот. В прошлом году это было, конечно, очень сложно. Я лично не думала, что мы будем проводить, потому что пандемия. Только Россия открыта, Белоруссия открыта была, да, Узбекистан. Вот, с Казахстаном вообще сложная история. И я думала, нет, мы не сможем провести, мы, наверное, в январе проведем. Но меня, значит, наш коллектив убедил. Вот. Очень интересная была программа. Мы впервые, исполнилась моя мечта, да, наш коллектив это реализовал эту мечту. Мы провели полностью весь форум, да, все показы в кинотеатре «Алато». Если раньше, вы знаете, да, короткометражки мы показывали, конкурсы международные, национальные в Доме кино, вот, и только полный метр, да, на открытии-закрытии мы показывали в кинотеатре, то сейчас все показы пошли в кинотеатре «Алато». Я, конечно, очень благодарна нашему коллективу и директору кинотеатра «Алато». Это, конечно, было много таких технических моментов для меня, потому что я работала очень много с видеоинженерами, да, вот, и эти ребята классные, вот Дастан Сияев из Синематики, да, и, ну, еще другие ребята, которые мне очень помогли. И мы показали 3 полнометражные картины, да, «Царь-птица» Эдуарда Новикова из Якутии, «Марьям» Шарипова Разбаева, это очень известная картина, и картину Максима Дашкина «На дальних рубежах», которая снималась на территории Киргизии, да, на военной российской базе в Канте. Вот. И я заметила такую потрясающую вещь. Знаете, это же 1 декабря, вы помните, только кинотеатры открылись. У нас во второй половине, после 21 по 24 декабря, люди приходили в кинотеатр. Я даже удивлялась на картину «Марьям».
Да, это трагическая история казахской женщины. Приходят такие ребята, вот, которые, по моему мнению, никогда не могли бы прийти на казахскую социальную грамоту. Да? Но они шли, и я даже потрясающе было, где они это все узнали, не знаю, в Окипресс или там на YouTube моих, где трейлеры размещала. Вот. И люди были довольны. И я поняла, что вообще в кинотеатрах надо показывать, надо устраивать. И что самое приятное, было приятно, вот читаешь, да, вот там российская газета, они брали интервью с Максимом Дашкиным, и они написали кинофестиваль «Умить». Потом еще наши просили для отчета там годового, пожалуйста, напишите письмо, что наша картина была на фестивале «Умить». Я им говорю, это форум молодого киностранного СНГ. Ну, это такие оговорки, потому что на самом деле это модель, да, того большого бишкекского фестиваля, который мы должны организовать в нашей столице. И вот этот декабрьский прошлогодний «Мют», он дал такой опыт. Продолжается, значит, жизнь после нашего форума, потому что западные коллеги, вот я вам говорила, из Баварии, да, на прямой связи, тоже спрашивают фильмы. Я им рассказываю, например, наше открытие, это молодой узбекский режиссер Данте, его зовут Данте Рустов. Он потрясающую картину «Вторжение» называется. Он мне, по-моему, в мае или в апреле прислал. Посмотрите, пожалуйста, напишите отзыв для Токийского фестиваля короткометражных фильмов. Я была просто потрясена. Но тогда еще я так не воспринимала, как сейчас. И он сам, Данте, говорил вот в интервью на Пятом канале, как бы получилось, что я предвосхитил ситуацию локдауна, мирового локдауна. Представляете, у него поле экрана. Вот как мы с вами сейчас сидим, значит, 9 окошечек, да, то есть каждый человек в своей квартире. И сначала, значит, каждый из этих 9 занят самим собой, своей уборкой квартиры, там кто-то на скрипочке играет, кто-то рисует. Но время идет, им надоедает, они начинают пытаться, да, вторгаться в пространство соседа. Это гениальная работа, да, и я очень рада, что моя вот коллега Биргит Боймерс из Баварии, она просто очень оказалась довольна и сказала, спасибо, что вы его продвигаете. И я вам хочу сказать, что в национальном конкурсе больше было картин документальных, практически 10, там, 11 было документальных картин, и меньше было игровых, но вот девушки из американского университета, они потрясающие 3 картины сняли, все игровые. Вообще слоган нашего форума был «Карантинные дневники киноманов». Да, потому что там казахские участники 3 картины, у них все 3 картины были на тему карантина и сняты во время карантина. Вот. Из 3 узбекских фильмов тоже 2 были, вот одна картина документальная, с таким громким названием, это Шокер Холиков, вы помните его фильм «Чай». В этот раз он снял в прошлом году, в период пандемии, карантина, он снял фильм «Мир, вирус, человек, природа», тоже такой с юмором. В принципе, во всех больших городах, да, карантин, люди болеют. А вот в небольшом селе нету зараженных, да, потому что они не общаются, не выезжают. Но есть один человек, который эту заразу может завести. Это таксист, который связывает, да, людей туда-сюда возит из Ташкента в эту деревню. В общем, такая с юмором картина. То есть форум вообще был замечательный, он так быстро прошел, стремительно, вот, но при этом все гости были довольны. Мы были рады, что все гости прилетели, вот, что все нормально было. Цель именно кинофорума – это, конечно, первое – это поддержка женщин-режиссеров именно вот Кыргызстана, да, чтобы мы поддержали, там, или потом объединение женщин-режиссеров и создание условий для обмена идеями, да, то есть чтобы мы могли вместе встречаться, идеями обменивались, и, то есть, и мотивация тоже нужна именно женщинам-режиссерам. И когда второй кинофорум провели, мы на эту тему обсуждали, что на какие темы мы можем снимать кино, и если не мы, кто поднимет вот эти темы: гендерное равенство, гендерная чувствительность, уязвимость, да, вот такие проблемы только мы можем поднять. У нас вот как раз, которые в Манасе университет работают, Регина и Джамиля, они в круглом столе у нас выступали. В течение года они исследовали именно образы женщин в кино, то есть какие образы есть у нас. Оказывается, понимаете, у нас как мы образы женщин наши, именно мужчины и режиссеры тоже показывают, что они всегда какие-то грустные, в платке, они бедные, у них мужья умирают, всегда у них какие-то трудности. Ну, у нас нету такого образа женщины, чтобы женщина
такая сильная, такая демократичная, свободная, да, вот именно свободной женщины образ мы не показываем, к сожалению, нету. И это мы постепенно начали понимать. Мне кажется, постепенно к этому мы и идем. Мы будем снимать на эту тему фильмы. Кто, если не мы? Мы именно женщины-режиссеры должны поднимать эту проблему и снимать такое кино. Как раз во втором и в третьем кинофоруме мы об этом обсуждали, что мы должны поднимать эти темы, мы должны показать обществу, да, вот, нарушение прав женщин через кино, вообще привлечь внимание общества на гендерные вообще проблемы в стране. Кто, если не мы? Потихоньку сейчас уже начали, многие даже к нам обращаются девушки, приходят, у них вот именно по такой тематике они хотят снять кино. Но, знаете, есть такое, что они боятся, я не знаю почему, и есть такие моменты, может быть, не готовые. Мы же привыкли, что мы боимся этого, хотя мы это все видим, вокруг нас это все творится, да. Я тоже к этому пришла где-то 5 лет назад. Я вот проснулась, можно сказать, что я должна снимать про это кино, что я должна что-то делать с этим. Мы должны сделать так, чтобы вообще насилия не было, чтобы нас не оскорбляли женщины, чтобы гендерное равенство было наконец-то, чтобы мы могли достойно вообще работать в кино, чтобы не доминировали мужчины над нами. И к этому мы придем, мне кажется, если мы объединимся, если каждый будет что-то делать, тогда мы можем, да. И такие смелые фильмы нам нужны, мы должны это сделать. И есть у нас такой один проект, который мы, да, я вам секрет раскрою, что от Фонда творческих женщин Азии, надеюсь, за 2 года справимся. Мы хотим альманах именно снять короткие метры, все женщины-режиссеры будут, и тема вот именно насилия. Мы на эту тему хотим снять кино и показать публике. И мы с этого начнем. Когда кинофорум, только мы это обсуждаем, а потом несколько людей только над этим работают, но это же результата не даст. Если мы все вместе что-то будем делать, тогда мы увидим результат, да, и я понимаю, сейчас 21 век, все хотят там заработать, но надо что-то делать. Это, знаете, это очень меня напрягает иногда, я очень об этом очень думаю, как это сделать, что нужно, и я думаю, через кино мы можем это показать на экране и донести вот именно то, что мы хотим, да, и мы будем продолжать творить, мы будем показывать наши фильмы, проводить такие мероприятия. Мы должны лучше жить, правильно? Чтобы лучше жить, мы должны решить все наши проблемы. То есть уважение должно быть, и мужчины должны уважать, гендерный баланс должен быть. Мы должны создавать площадку, где мы можем открыто общаться, делиться своим опытом, решения находить. Такой есть червь, мифическое существо, он чем-то похож на вот эти, знаете, из Дюны, конечно, они гигантские черви такие, да, а есть олгой-хорхой, который 5-6 метров, это переводится как коровья кишка. Такой червь, он в песках Гоби обитает, как бы по легенде, по мифам. Электричеством по одной версии убивает, другой он разбрызгивает яд. Сам просто образ интересный такой, какой-то странный. И я вот хотел, чтобы название тоже было странное. У меня сложно с названием, поэтому я всегда придумываю то, что не связано. Как бы. Но потом ты его так называешь, а потом все равно находишь связь, да, потому что сам фестиваль немножко похож на этого червя в том плане, что он формат у него такой странный, да, не нащупывается. А потом, почему это трансформировалось в Олгон Хорхон? Это просто вот Чингиз Айдаров, художник, он как-то у меня спросил, а как твой фестиваль? И он не помнит, как он называется. И он такой говорит, Олгон Хорхон. Я говорю, блин, это круто, это классно, потому что, как называя Олгон Хорхон, ты его лишаешь того смысла, да? Он перестает уже быть червем. Но при этом это что-то странное. Ну, в смысле, ну что такое Олгон Хорхон? Этого же нет, его не существует этого, да? Что это? Но это уже, конечно, существует. Уже это 6-й год фестиваль какой-то уже. Большая часть уже моей жизни.
какая-то часть уже Джошика и других участников, которые, да, участвовали. Еще потому, что мы с друзьями, когда общались, мы поняли, что мы не хотим, почему-то не хотим на других фестивалях наших. Они же есть, и страна короткометражных фильмов, и ЮМЮТ, и еще что-то, да. Но почему-то мы же в них не участвуем. И потом вот эта какая-то шальная мысль в голову залетела, что а что, тогда надо самому сделать фестиваль, в котором мы сами будем участвовать. И все, и вот так все завертелось, и получился такой фестиваль, в котором сначала первый год в основном все друзья, и даже из Алматы были люди, даже были люди из Нью-Йорка, да, кто участвовал, даже которые были в Бишкеке, и специально сняли для этого фестиваля короткометражку. И я понял, что когда столько людей пришло, первый год, да, в 2016-м, мы в подвале в 705, и пришло столько людей, и я такой говорю, ну, мы думали, типа, мы с друзьями соберемся, а здесь 50 человек, короче, пришли. И вроде многим понравилось. И я понял, что на самом деле, наверное, есть смысл его дальше делать. Но если по-простому, это потому что есть как бы любовь, да, к чему-то. Ну, просто есть любовь. Когда есть любовь, то что-то рождается. Ну, вот это, наверное, любовь к кино. Да? Это синефильство, как Джоши говорит. Просто я очень люблю кино. В последнее время я люблю кино просто даже смотреть. И я понял, что если вот это внутри есть чувство, оно тобой движет, то и появится что-то. Ну, как Олгон Хорхон, например. Да? Мне просто нравятся тусовки, мне нравится что-то придумывать, какую-то идею, да, тему, и смотреть, как все это реализуется. Классно же. И мы обсуждаем, смотрим. Есть вот это у меня всегда каждый год, я думаю, надо, не надо делать. И думаю, блин, зачем? Вроде этого, как мы в своем варимся, да, соку. Как эти какие-то дураки, короче, сами по себе что-то там угораем и думаем, короче, о, прикольно. Но это же хорошо. Если это кому-то приносит радость, ну, мне или там другим людям, это же хорошо. В плане, это еще, знаете, как бы понимание искусства тоже немножко может быть, да, какое кино может быть, потому что разные люди приходят, например, киношники, помнишь, Джошик на Баутса делали, и там я пригласил друзей тоже, они пришли, посмотрели, а потом кто-то из них говорит, мы поняли, это не кино, короче. Ну, в смысле, это не кинофестиваль, это, короче, ну, там что-то ты прикалываешься, угораешь, ну, трэш какой-то снимаешь. Но я говорю, но почему это не кино? Это же кино. Это же кино, потому что это еще как бы немножко другое понимание кино, да, возникает. А кино может быть вот таким, не обязательно оно такое недосягаемое, сложное, с большими бюджетами, с хорошей, крепкой драматургией. Оно может быть же экспериментальным, да. Конечно, я абсолютно не сравниваю эти, это разные тоже вещи. Такое кино, как бы, да, такое драматургия, все дела, это тяжелый труд, это очень тяжелое ремесло, это очень крутая вещь. Я очень уважаю людей, которые это делают. Но при этом к вопросу о том, какое кино может быть, мне кажется, Олгон Хорхон, он как бы отвечает частично на это. Потому что вот сейчас на вебинар я участвую по теплому дому, да, там прикольно Сайкал Женушева рассказывает. Вот все строят кирпичные дома, да, и мы все знаем, большинство, кирпичные дома это круто, но вы знаете, что есть еще саманные дома? И они в смысле, они классные, они экологичные, и их можно строить дешевле. Я сейчас не сравниваю Олгон Хорхон, конечно, с саманными домами, но с точки зрения, что они лучше. Нет, но я просто к тому, что это понимание того, какой дом можно построить, да, и какое кино тоже может быть. Оно может быть другое. И ты сам способен построить себе дом, и также ты сам способен снять фильм. Какой это фильм, это другой вопрос, но это еще зависит от того, как ты смотришь на кино, да, как ты смотришь на кино, как на искусство, оно может быть как видео, что-то экспериментальное, да. Как бы, наверное, вот об этом речь, если говорить. И вот, да, изначально это вот из чувства вот этого, да. Если есть любовь к кино или к чему-то еще, то оно появляется. И если есть вот это желание этим поделиться, и кому-то это нравится, в первую очередь, и тебе тоже должно нравиться, то вокруг этого все равно как-то это образуется, да, появляется это. Вот как-то. Я вот много, да, говорю, наверное. Что значит Олгон Хорхон провалился? Вот это шлак. Что это такое? Я бы хотел посидеть в кресле зрителя в этот год на этом фестивале и посмотреть, что это значит. Что такое, когда все говорят, все, Олгон Хорхон провалился, это дерьмо, короче. Это такое говно, это просто вообще невозможно. Не буду ходить, я разочарован. Мне это интересно. И
сначала понять, что это, и попробовать это сделать, понимаешь? Это как будто вот ты боишься глубины в воде, ты не умеешь плавать, а ты берешь, разбегаешься и прыгаешь в эту глубину. Понимаешь, да? Ну вот, кстати, я хотел откомментировать по поводу ностальгии, да, немножко, может быть, я бы чуть-чуть поправку в какую внес бы. Я, может быть, не стараюсь в то время, да, вернуться, нет, а вот это ощущение, не вернуть его, нет, но вот попытаться, или чтобы мы в этой атмосфере как будто, да, побывали, понаходились, поприсутствовали. Это все равно другое. Нельзя сравнивать, это странно сравнивать. Но вот это само состояние, когда мы были в киностудии, да, на 3-м этаже, смотрели фильм этого фон Триера, и вот эти вещи, да, они чтобы были с большим количеством людей, что ли, да, чтобы это происходило, что ли. Ну вот, потому что это же колоссальная терапевтическая вещь, я считаю. Я в этом не разбираюсь, но мне кажется, это круто. Ученые это же доказали уже. Если ты это как бы переживаешь у тебя в голове, это действительно с тобой происходит. Ну, значит, если ты создаешь атмосферу уютную, ты создаешь какие-то такие классные, положительные вещи, переживания какие-то, то, ну, по сути, с тобой это и происходит. Это же хорошо. Я перестал думать, как раньше, что будет в следующем году, будет ли фестиваль. Это уже становится неважным. Он будет, не будет. Но вот этот момент, когда ты на фестивале, вот уже этот день наступает, и ты видишь фильмы, ты слышишь реакцию людей, вопросы, ты видишь, что кому-то это действительно очень интересно, а кто-то первый раз свой фильм показывает, волнуется, и вот эти ощущения переживает, получает какой-то фидбэк. Мне кажется, все вот оно как бы ради этого и делается, наверное. Ну, год очень хорошо, 2020 год начался. Побывала на Берлинском фестивале в качестве гостя федерального правительства. И нас было 25 человек из разных стран и континентов. И никто вообще, эта тема не поднималась, никто в масках не ходил, да, это был конец февраля. Первый раз в Берлине кто-то со мной заговорил о ковиде, это был таксист, который уже обратно вез меня в аэропорт. Я прилетела нормально, хотя как бы я на всякий случай сделала для себя карантин, ни с кем не общалась. То есть как бы нормально, планы шли. И вдруг вот этот карантин, кинотеатры закрылись, вот, машины не ходят. Я пешком, у меня дети живут в Бишкеке, я ходила пешком 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно. Вот. И, как ни странно, да, я даже стала дома что-то себе сама готовить. Мы же обычно где-то там ходим, перекусываем. Вот. И нормально я воспринимала, что надо ходить. Потому что всегда говорили, надо ходить. Но все-таки я, наверное, не убереглась, потому что где-то вот август, сентябрь, в какой-то момент у меня исчезло обоняние. На 5 недель оно исчезло, потом оно появилось немножко с искаженным восприятием. Я ходила там, ругалась, я купила лимоны, и почему они такие вонючие, да, как-то они странно пахнут. Вот. И потом мне просто уже достаньте пару лу, мы с ним нас записывали для Таллина, для представления картины, эстонцы записывали, и не получилось 2 мониторов, мы тогда стали в одном мониторе, я говорю, я же вас сейчас заражу. Ничего, говорит, это самое. И он мне рассказал, что, оказывается, да, действительно, один наш общий знакомый, он тоже с запахами была проблема, и он все время ворчал, что все вокруг воняют. Это, оказывается, одно из последствий, что надо знать. Я в марте месяце с маской, ну, у меня было задание из московского журнала, да, у нас в городе потрясающая женщина. В прошлом году ей в январе исполнилось 90 лет. Она, значит, блокадница, и ее сын разрешил мне зайти домой, но я сидела на расстоянии в маске. Вот это интервью было опубликовано.
И мы еще даже вот до Берлина провели здесь с французами тоже разговор о нетрадиционном отражении темы Великой Отечественной войны, да, в кино. Вот мы даже это провели, то есть как бы устраивались, планы были потрясающие. Вот есть слово degrowth, когда ты наоборот, есть грунт, ты растешь, да, а тут degrowth, ты вроде как наоборот, ты не растешь, а нет вот этого парадигмы, надо развиваться, двигаться вперед, да, как бы и так далее. А вот ты наоборот приостанавливаешься и начинаешь немножко задумываться, куда ты идешь, зачем ты идешь, оно тебе надо, зачем ты этим занимаешься, почему ты не занимаешься. Почему ты этого до сих пор, допустим, не сделал или сделал? Почему ты в таких взаимоотношениях с миром, с людьми, с животными, вообще совсем, да? И потрясающе было же тихо. Никогда в жизни я в городе, выходя на улицу, не ощущал вот этого потрясающего какого-то состояния, как будто бы вот никого нет вообще. И такое, и изредка люди... Они даже в масках, и вот было ощущение, у всех были... Нет, это плохо на самом деле. Все ощущали вот этот стресс, все боялись заразиться, но при этом вот это была, знаешь, какая-то кроткость и скромность, но при этом как будто бы человек, он чуть-чуть отошел на второй план и такой свое эго, свое вот это человеческое, паразитирующее, все разрушающее, немножко как будто бы на время приостановил. И я начал слышать птиц, да, еще что-то. И слышать тишину, что настолько тихо, читать, там, еще что-то делать. Сейчас опять вот это кипиш начался, люди там опять, весь шум, короче, уже. Но, видимо, одно без другого, оно как бы нет, не бывает. Это очень странно. Мы куда-то все движемся. Типа, нужно что-то успеть сделать. Вот это очень странно. Потом с пространством немножко я к своей квартире привык, какое-то удовольствие проживания в квартире, в этом пространстве, с самим собой. Блин, прикольно, классно. То есть немножко, может быть, возникла такая побыть самим собой, да, какая-то самодостаточность. Я не знаю, как у других было. Мне вообще было бы интересно других послушать, на самом деле. Мы очень давно, то есть с первых наших как бы дней работаем по социальным роликам, по социальным проблемам, поэтому как бы к вопросам всех социальных проблем, то есть снимая контент по этим темам, ты уже становишься активистом в определенном смысле и понимаешь, что не просто нужно там соцролик снять, а нужно все равно заниматься активизмом, общественной деятельностью, поэтому это еще и до ковида было в определенных вопросах по гендерству, по феминизму и так далее. Знаешь, что там мало того, что нужно какой-то продукт сделать, ты в любом случае живешь этой жизнью, живешь этим активизмом, живешь с транспарантом на площади, получается. Но вот ковид переиначил, думаю, всех активистов именно в сторону того, что нужно было в тот момент что-то делать, что-то решать, как-то помогать. Поэтому, честно говоря, в период карантина, в период пандемии работы вообще никакой не было, честно, с марта месяца. Мы вот сейчас только начинаем очухиваться с точки зрения как бы нашей коммерческой деятельности, это заказов, это производство роликов и так далее, да, но то есть без дела же тоже просто не будешь сидеть, поэтому период пандемии как-то так, я не знаю, само получилось, что мы очень сильно влезли с этими лекарствами, мы начали осуществлять поставку кликсанов и фроксипарина, получается. Просто сперва ты был простым активистом, но потом, когда это затронуло твоих близких, твоя активность уже переходит на другой уровень, тут ты уже ажиотажно все это делаешь, ты ночами не спишь, высчитываешь разные варианты, то есть границы закрыты, ничего нету. То есть, представляете, если бы не было волонтерства и не было бы активизма, что было бы
со страной, да, вот государство же не могло всего этого обеспечить. Так что то, что произошло на пандемии, то, что произошло на карантине, с точки зрения активизма и волонтерства, это было вообще колоссально. Мы выстроили систему по доставке лекарств. То есть мы в России нашли кыргызских фармацевтов, которые в аптеке работают, на складах работают, да, нашли людей, которые будут переставлять. Мы связывали этих людей, то есть они напрямую уже этим девушкам там отправляли деньги сами без нашего участия, да, мы всего лишь вот так вот связывали. Но у нас были определенные лекарства, которые нужно было, могли мы бесплатно раздавать, да, и мы не могли это. И мы придумали систему, когда мы ночью мониторили вот этот Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, когда людям среди ночи все закрыто и люди задыхаются, и нужно вколоть Кликсан или Флоксипарин, мы начали мониторить, и без объявления того, что у нас есть там Флоксипарин или Кликсан бесплатно, мы начали выезжать среди ночи и, получается, колоть, хотя бы выдавать по 2-3 ампулы до следующего рейса. То есть кто-то среди ночи выходил, то есть очень срочно нужен Флоксипарин, буквально там задыхаются люди. То есть вот так вот нам приходилось как-то работать. Вы представляете, среди ночи мы были свидетелями просто того, как люди на Белинку выходили и ложились, задыхались, умирали, потому что там они знали то, что по Белинке скорая помощь ездит в сопровождении патрульки, да, и они просто на дорогу ложились и пытались останавливать. Скорая не останавливалась, проезжала, и там люди просто вот на Белинке умирали. Когда ты все это видишь, ты не можешь как бы в стороне сидеть, схватив свою камеру. Поэтому на период пандемии, то есть мы все забыли про свое творчество и занялись всей вот этой вот деятельностью. Это, я считаю, очень хорошая разгрузка была, и в плане того, что мы, всей нашей команды, очень много людей потеряли. То есть в целом мы посчитали, мы провели 17 похорон, то есть это родственников наших бабушек, дедушек, мам, родителей, то есть 17 похорон. И это же не в один день, это вот в течение пандемии. Вот помните, мне кажется, у кого-то еще это есть, как будет в следующем году, а что будет завтра? Нет, завтра будет хорошо. Или в будущем будет хорошо. Я перестал так думать. Я перестал думать, что будет. И, может быть, учусь переставать все время вспоминать или находиться в прошлом и в будущем. Вот это, мне кажется, очень сильно может тебя отвлекать от того, что сейчас происходит. Вот сейчас, да? Важно, что ты сейчас переживаешь, что с тобой происходит, чего ты хочешь. И мы же часто, вот у нас есть прошлые переживания, вспоминаешь, или наоборот, запрыгиваешь вперед, а что будет в следующем, что будет завтра. Вот еще, Алан Вотс, оказывается, есть чувак такой, философ. Мне его фраза понравилась, я ее очень упрощу сейчас, примитивно скажу, но там классная фраза, что единственная задача людей, нас, человеков, это просто быть. Нам нужно быть просто, нам нужно жить, существовать, нам нужно дышать, вот и все. А все остальное, это мы сами себе придумываем. И все остальное нам кажется, что ну вот это наша цель, миссия и так далее. Это такое, знаешь, мне это помогает как? Ты все упрощаешь, как будто ты снимаешь все, чик-чик-чик, и ну вот это у меня еще, кстати, до карантина было. Какие-то простые вещи, да, вкусно покушать, поспать, пообщаться с людьми, посмотреть фильм, почитать книгу, прогуляться. С природой, вот природа же есть, да? А мы, люди, живем, у нас как-то, ё-моё, мы создаем свой мир, так в нем живем, прям полностью туда погружаемся, переживания какие-то. А столько всего интересного вокруг происходит на самом деле, да? Это же интересно. Но мы все время почему-то заняты какими-то своими... Это тоже важно, конечно, но столько всего есть в мире еще вокруг, что происходит, и просто классно наблюдать даже, лицезреть, просто смотреть на это. Это же классно. И вот это The Growth, я так понимаю, что вот это, наверное, когда ты делаешь меньше,
У тебя нет вот этого погони. Что-то надо воспроизводить, нужно создавать, нужно менять, на что-то влиять, нужно спасать кого-то, себя, там, мир. Это хорошо тоже, наверное, этим тоже надо заниматься, но вот есть просто вокруг мир, да, который на самом деле мы не знаем. Мы думаем, что мы знаем. У нас есть иллюзия, это, что мы понимаем. На самом деле нет. Но иногда об этом вспоминать и просто быть, наблюдать, это же классно. Вот. Если это приносит удовольствие, если это делает тебя счастливым. Я как-то в почту там прихожу, забираю какие-то посылки, а у них с ручками проблемы постоянно. Ручек нет. Я один раз купил им 10 ручек, им просто принес, говорю, у вас все время ручек нет. Такая мелочь, это мелочь, но это приятно же, ты сделал приятно как бы кому-то, да? Мне кажется, это очень важно. Вот такие мелочи, они важны. Не нагрубить кому-то, не сказать, не причинить боль, да? И, ну вот, наверное, как-то так. Я что-то пипец заболтался. Да, действительно, тяжелый год был 2020, но я много чего поняла и очень долго рассуждала, то есть думала, много читала, развивала себя тоже. То есть я полюбила себя, можно так сказать. В 2020 году я полюбила себя, какая я есть, потому что у меня тоже, оказывается, хотя я такая открытый человек, у меня тоже очень много комплексов было, да, то есть я смотрела фильмы, и в том числе я смотрела и сериалы, я смотрела такое, мелодраму, я раньше как-то, не, я не буду там коммерческое кино смотреть, типа я же крутая, там, профессионал, там, все такое, блин. Я должна разное кино смотреть. Я начала разное кино смотреть и учиться тому. То есть, и это прекрасно. Я поняла, что я люблю себя. И я наконец-то во время карантина закончила монтаж своего фильма. 2 года я снимала это кино, и мы начали... Да, вот полнометражный дебютный фильм игровой. Почти, оказывается, уже 3-й год идет, 3 года прошло, да, я никак не могу закончить это кино, и это очень расстраивало меня, и я наконец-то вот финансирование нашла, и надеюсь, в этом году я закончу, и осенью вы все можете посмотреть мое кино, да. И мне кажется, самый главный успех, что во время карантина я полюбила себя вот. То есть у меня сейчас нету каких-то, то есть комплексов, что здесь у меня не так, здесь это. Нет, я люблю себя, какая я есть, и я не пытаюсь быть умной, не пытаюсь быть красивой. Любите меня, какая есть, и все. Многие полюбили меня, потому что я изменилась. Когда ты сама начинаешь себя любить, и другие тоже тебя начинают любить. И многие даже мои знакомые заметили, что я изменилась.